Усім прывітанне. Гэта жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. 17 траўня ў свеце азначаецца міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй, трансфобіяй і біфобіяй. А яшчэ ў гэты дзень святкуе сваё 2-годдзе Ханч-тэатр, створаны сузаснавальнікам і рэжысёрам свабоднага тэатра Уладзімірам Шчэрбанем і англійскім драматургам і акцёрам Оліверам Беннетам. У гонар гэтых дзвюх падзей Ханч-тэатр паказвае 2 спектаклі. Онлайн 17 траўня у 19:00 по беларускім часе беларускі філіял пакажа пастаноўку «Левыя дысідэнты», а брытанскі філіял «Легенду пра святога прапойцу». Гэта адбудзецца ўжо 18 траўня у 21:00 па мінскім часе. Дык вось, чым адметны Ханч-тэатр на брытанскай і беларускай сцэне, мы сёння будзем размаўляць уласна са стваральнікам тэатра Уладзімірам Шчэрбанем і акцёрам і ЛГБТ-актывістам Андрэем Завалеем. Прывітанне вам. Дзень добры. Дзень добры. Вітаю вас з Лондану, паважаныя гледачы, слухачы. Так, мы вас таксама вітаем з Мінску. Па-першае, канешне, хочацца вельмі павіншаваць вас з 2-годдзем. Гэта такі важны тэрмін, як мне падаецца. За гэты час ужо звычайна людзі вучацца хадзіць, размаўляць, праўда, і рабіць самыя такія ўжо важныя рэчы ў жыцці. Чым можа за гэтыя 2 гады пахваліцца Ханч-тэатр? Да, всем на самом деле. Да, во-первых, спасибо. Это действительно замечательный случай. 2 года, вроде бы это первые шаги, но тем приятнее сказать, что помимо того, что Ханч-театр был образован 2 года назад в Лондоне, в Британии, это исключительно британская компания, мы представляемся как британская компания, да, и не только внутри Британии, но это, кстати, и за ее пределами, в частности, в Санкт-Петербурге, в Кёльне в прошлом году. Вот сейчас мы должны будем полететь в Прагу и играть наш спектакль целую неделю, да, как представители Британии. Это очень важное достижение. С другой стороны, у нас есть свой филиал, который тоже делает свои первые шаги. Андрей очень активно занимается организационными вопросами и художественными, в частности. И это исключительно белорусский продукт, да, который нацелен на продвижение современной белорусской драматургии, да, и зондирование достаточно таких острых вызовов, да, общества. Так что это, я считаю, большое достижение. Не каждая компания может похвалиться, а некоторые к этому идут по 10, а то и 15 лет. Да? И надо сказать, что за эти 2 года, это не к тому, чтобы хвалить, но это хороший повод подвести какие-то итоги промежуточные. Мы очень продуктивная компания. Допустим, что значит компания? Это я и Оливер, допустим, в Лондоне, да, мой творческий партнер, замечательный актер и драматург, да. Вот эта комната, откуда я вещаю, это наш офис. Собственно, этот театр — это наша жизнь, да, наш образ жизни. Но при этом мы уже поучаствовали в крупнейших фестивалях, таких как Эдинбург. Наш спектакль первый был внесен в список лучших спектаклей Лондона 2018 года. Вы можете представить, сколько сотен спектаклей здесь происходит очень хорошего качества. То есть это грандиозное достижение. Мы уже гастролируем, по миру со своими спектаклями. Да. В РАДе, в Королевской академии драматического искусства, мы сыграли прошлым летом новую премьеру по тексту Шендеровича, очень такому провокативному, посвященному этим всем шпионским разборкам Солсбери, да, здесь, в Британии. Наша крайняя премьера, которую мы тоже должны были сейчас сыграть, но из-за карантина, конечно, все отменилось. Это «Легенда о святом прапойце», которую зрители смогут увидеть, собственно, 18 числа. А 17 в день рождения, так много совпадений, которые, понимаете, мы открываем все случайно. Оказывается, мало того, что такой действительно знаменательный день, как день борьбы с гомофобией, трансфобией и всеми прочими фобиями, да, и это просто замечательная возможность показать левых диссидентов, достаточно провокативный спектакль, не скучный, это не такое, на повестке дня давайте скучно позеваем, обсудим. Нет, это провокативно, да, так сказать, взрывающая изнутри тему.
Вот. Да еще и у Андрюши день рождения. Ну, слушайте, ну, не, значит, несмотря на то, что я Андрея то знаю сколько, год, наверное, да, более того, вживую мы никогда и не виделись, вот только так, онлайн, да, то, видишь, это запрос судьбы, дорогой. Слухайте, ну сапраўды, що так цікава супала. Андрей, а як ты потрапіў у Ханч-тэатр? Цікава. Ну, гэта сапраўды скрыжаванне лёсу. Тут няма ніякіх іншых нейкіх тлумачэнняў. Я, калі пачуў упершыню левых дысідэнтаў, сам тэкст, была прэзентацыя тэкста таксама на прыватнай кватэры ў Менску. Сапраўднае мастацтва, яно часцяком распачынаецца проста тут і зараз. І я калі пачуў гэты тэкст Андрэя Дычэнка і Алены Шпак, у мяне проста перахапіла дыханне, я зразумеў, што ўсё. Вось пасля гэтага моманту, калі я не спрачніўся да гэтага спектаклю, да гэтага тэксту, то я проста змарнаваў сваё жыццё як актывіст у тым ліку. Таму што я як актывіст, ну, разумееце, кожны раз трэба тлумачыць адны і тыя ж самыя рэчы. Што такое гомафобія, з чым там мы змагаемся, з чым мы сутыкаемся. І я заўсёды натхняюся пошукам новых нейкіх магчымасцяў, новых перспектываў, новых шляхоў для выказвання. І вось у гэтым сэнсе мастацтва і тэатр — гэта самы лепшы інструмент, самая лепшая медыя, як размаўляецца з людзьмі. І Ханч-тэатр у Беларусі будзе святкаваць сваё 2-годдзе крыху пазней, у верасні, у кастрычніку. Але за гэты час я думаю, што тое, што мы зрабілі, гэта проста неверагодна, гэта амаль што было немагчыма. Але так склаўся лёс, што людзі, якія вось не могуць гэтага не рабіць, яны сышоўся так лёс. І левыя дысідэнты былі названы адным з 5 лепшых спектакляў у Беларусі па версіі журы незалежнай прэміі «Тэатральная Беларусь». І я думаю, што гэта якраз-такі сведчанне таго, што мы актуальна паказалі прадукт, і мы змаглі зрабіць такі прадукт і паказаць. На жаль, зноў ж такі, праз карону зараз гэта абмежаванне для новых паказаў. Але тое, што ёсць, адгукаецца і супольнасць тэатральная, і крытычная, людзі, якія займаюцца тэатральнай крытыкай, тое, што ёсць такая адзнака, гэта, мне дае такую надзею, што спектакль і Ханч-тэатр Беларусь будзе развівацца і надалей. І у нас ёсць вялізныя планы на розных напрамках, і я вельмі натхняюся тым, што адбываецца. Но должен добавить еще по поводу филиала белорусского, потому что Андрей скромный, они все скромничают. «Левые диссиденты» — это наш, основной проект, с которого и началось все, собственно, да. Андрей не знает этого, но я, в общем-то, когда мы организовали первую читку на частной квартире, значит, нашего друга, приятеля и бывшего участника этого спектакля, Кирилла, да, вот, мы, конечно, хотели пригласить очень самых интересных и близких людей. И Андрея я не знал, но он у меня мелькал, значит, в ленте фейсбучной. И я вот ткнул, я даже сделал скриншот, где Андрюша, значит, в таких розовых каких-то панталончиках танцует. И я отправил Кириллу, говорю, вот его зови. Вот, и пришел Андрюша и, значит, и написал потрясающий совершенно отзыв, и стало понятно, что вот такой, рефлексия, такой глубины, да, то есть это не случайное совпадение, так что это было знаковое достаточно, не случайное приглашение. Вот, но я еще должен отметить, что, конечно, душа белорусского филиала — это блестящая актриса Яна Русакевич, которую я знаю больше 20 лет, и я уже не помню, во скольких театрах мы работали. Мы с ней работали еще в Академии искусств, потом мы работали в Купаловском театре, потом она стала первой актрисой и ведущей актрисой, оставалась до конца Свободного театра. И вот сейчас новое начинание, скажем так, да, это Ханч-театр. И вот Андрей и Яна, и, конечно, все друзья и люди, которые помогают. Почему они это делают, сложно сказать, но значит, что-то есть настоящее. И вот из важных таких вещей, помимо того, что, допустим, мы пытаемся наладить сотрудничество с Гёте-институтом, мы делали читкую презентацию в рамках их проекта по Кафке, да, но очень важный был момент, я считаю, это пьеса Оли Прусак
про Мерхольда, советского режиссера, который был расстрелян, уничтожен, жена его зарезана на НКВД, да, вот, мы сделали большой такой презентацию этой пьесы, это такое, что промежуточное между читкой и премьерой, и в Минске, и потом в одном из ведущих театров Европы, а то и мира независимых. Это театр ДОК в Москве, да, и которые нас приютили, и здорово. Это было здорово, и вызвало большой интерес в Москве, и мне кажется, вот такая экспансия белорусского, значит, творчества — это здорово. Да? Слухайте, Владимир, ці збираецеся вось вы з ханч-тэатрам звяртацца да беларускай класікі? Таму што Мейерхольда мы чуем, там Шендерович і так далей. Проста цікава, вось ці можна там спадзявацца? Белорусская классика, вы понимаете, тут такое дело, что это, кстати, хорошая идея, и у нас с Андреем есть какие-то мысли, которые мы уже прорабатываем, да, просто не хочется выдавать. Практика показывает, что ты озвучиваешь что-то, а потом кто-то это делает, да, вот, значит, поэтому я уже как-то с прошлого лета осторожно отношусь к высказываниям о своих планах. Это хорошая идея. Классика как классика, просто делать еще одну постановку в этом смысла нет, потому что для этого есть Купаловский театр, есть другие государственные театры, в общем, которые должны этим заниматься, там, более-менее осовременивать, да, в пределах, значит, возможного и допустимого. Вот. Но сама идея... Вы понимаете, когда мы делали «Левых диссидентов», я Алене Шпак, замечательному автору, который проживает в Варшаве, и Андрей Дьяченко, потрясающий тоже, их дуэт вообще совершенно фантастический. Я им сказал, что вот я хочу сыграть вот эту премьеру вот в Купаловском театре, причем в декорациях павлинки, потому что это наша павлинка, понимаете? Возможно, потому что, мне кажется, это может быть интересным шагом для белорусского театра, да, вот переосмысление классического. Та же павлинка, да, вот всего, кто это? Вот просто задаться вопросом. А вот именно в Москве, когда мы делали презентацию Мерхольда, значит, и было обсуждение, которое вела Маша Алёхина из «Пусть рай», да, наш друг нашего театра, значит, и моя подружка замечательная. Значит, вот тогда во время дискуссии возникла имя также Михоэлса, замечательный, который возглавлял еврейский театр и который был убит, собственно, НКВД в Беларуси. Да? И вообще тема еврейского театра в Беларуси, она же, а вы понимаете, Купаловский же, это было несколько студий, да? И хорошо, я раскрою тайну. Вот есть у меня такая вот идея, мне кажется, проект, который может презентовать и Беларусь, и историю через призму театра, поскольку я человек театра. Да? То есть мы можем говорить, формы разные театр принимает. Он сегодня может быть на улице, в комнате, либо в зуме, да, как там пытаются. Но это все равно театр. Мне очень хочется сделать спектакль про Национальный академический театр Янки Купалы. Мне кажется, что это такая замечательная идея, через которую можно в интересной, провокативной форме, да даже если вы просто озвучите историю Купаловского театра, там очень много вопросов. Он функционировал во время Второй мировой войны. Он функционировал, артисты хорошие, приличные артисты ходили, в портрет Сталина стреляли и так далее. Да? Потом их там половину репрессировали, половину сказали, что они, значит, работали на партизан, не знаю. Да? Есть много вопросов. Еврейская студия прикупа и так далее. То есть было очень много интересных штук, да? Значит, сама история. Да даже тот факт, что я сделал «Психоз 448» в Купаловском театре, это история Купаловского театра. Хотят они это признавать, либо не хотят. Да? Пока, наверное, не могут. Вот. И мне кажется, что вот через этот Купаловский театр, вот этот праздник, который напротив резиденции находится, да, очень можно интересно сказать и про творчество, да, и про историю вот современной, значит, Беларуси. Вот это вот идея, над которой мы пока не работаем, но которую мы прорабатываем пока, да. Вот. А давайте я нагадаю, что гости нашего живого эфиру сегодня режиссер Владимир Шербань и
актер Андрей Завалей. Мы святкуем тут сегодня двухгодие Ханч-театра. Это британский театр, его филиал есть у Беларуси. Скажите, как отбываются репетиции, когда режиссер находится так далеко? Вот я так разумею, что многие будут думать, что, может быть, не до конца там все на 100% атрымліваецца, все шкалі, вось так нажыва гэта немагчыма там отчуть. Это такое вы понимаете, как бы с одной стороны, вот то, что я буду сейчас говорить, я буду убивать вообще профессию режиссера, потому что да, конечно, ничто не заменит живого общения, но бывают обстоятельства. Вот, допустим, сейчас мы все оказались в одной лодке с этим локдауном, с эпидемией и так далее, карантином. Беларусь-то как раз, я имею в виду, официально сопротивляется, но, в общем, инстинкт у всех срабатывает, все стараются поменьше тусоваться, да, то есть переводят все свои контакты, значит, онлайн. Поэтому вот сейчас это всем было понятно. Но это началось еще... Я сделал первый спектакль в Беларуси по скайпу в 2012 году. Это был спектакль в Свободном театре, естественно, я работал. Из Лондона я делал, и «Родные и близкие». Один из лучших спектаклей получился в результате. Хотя сам я не верил. Просто я не мог не делать, потому что мне как-то этот разрыв был болезненным, да, с актерами. Потому что это какая-то странная ситуация. Надо было работать. Вот так мне хотелось. И в результате вы посмотрите, я этот спектакль ни разу ведь живьем не видел. Но я посмотрел запись, сейчас они показывают там свои юбилейные, да? Вот, значит, и это один из лучших спектаклей 2012 года. Вот так. Так что никогда не знаешь, да, то есть, и слава богу, мы должны быть благодарны этим технологиям, да. Поэтому это, мне кажется, такой немножко стереотип, хотя, с другой стороны, конечно, живого общения ничто не заменит, и театр становится все более эксклюзивным, потому что сейчас ведь вопрос идет, и это совершенно серьезно, в Британии, во всяком случае, обсуждается, что так а как играть? Соблюдать дистанцию? А вы представляете себе театр, где зрители сидят друг от друга, там минимум 2 метра дистанции. Это уже не театр, это что-то другое. Это какие-то сексуальные пати. Да? Вот, значит, и, скорее всего, вот это живое непосредственное общение, это уже становится такой совершенно эксклюзивной штукой, да, как и должно, в общем, быть. Да? Вот. Так что... Конечно, тут, калі ты бачыш рэжысёра як нейкую такую, я не ведаю, нейкую божественную такую некую істоту, якая толькі як іконка ў твоім камп'ютары. Гэта супер стварае, канешне, дысананс у тым, што такое рэчаіснасць, дзе я зараз знаходжуся, гэта які часовы там пояс і все такое. Але гэта, я думаю, што для трупы гэта вельмі класная насамрэч досвед, потому что в любой момент совесть может перерваться, в любой момент ты просто оказываешься сам насам со сценой, сам насам с глядачами, ці сам насам с трупой, то бок с акторским составом, так складом. И просто вось нема гэтага того, что ой, режиссер нам зараз все скажет, як рабіць, мы сами типа не можем ничего. Не, мы супер, як это называется, супер незалежные истоты, творчие, и мы ведаем, что кожную хвилину мы вельмі гнуткія. І гэта, я думаю, што прафесійна і для актораў, і для гледачоў гэта таксама... кожны раз, калі пасля спектакля Владзімир выступае з нейкай пасля з прадмовай, гэта таксама нейкае такое трансцэндэнтнае адчуванне. Таксама рэжысёр — гэта нейкая нефізічная субстанцыя, так? І гэта ўжо пра духоўны нейкі досвед, пра духоўны абмен. Я, конечно, іду зараз у філасофскія думкі, але так, тое, што зараз усе гэта робяць ужо онлайне, я думаю, што і тэатр будзе трансфармавацца як жанр, так? Што рабіць? Вось это пытанне. Я должен добавить, что на самом деле вот эти технические какие-то, как сказать, препятствия, да, там, мы зависим от качества связи, они учат очень четко формулировать, быть четким, так сказать, сосредоточенным и так далее. Это экономит время. Поверьте, как человек, который проработал и в Национальном академическом театре Янки Купола, я знаю, как тратится время совершенно бездарно, впустую и так далее, да, то есть часами. С другой стороны, опять же, это вопрос баланса, потому что иногда очень просто полезно посидеть вместе
ничего не делая. Я вам скажу, что именно так мы создавали спектакль «Психоз 4.48». Мы собирались с Яной и Олей, артистками, и мы репетировали первые 2 часа, мы просто пили кофе, болтали ни о чем, а происходила самая важная вещь. Казалось бы, ни о чем. Настройка на спектакль. Потом мы шли и делали просто огромный объем работы за очень короткое время, понимаете? Так что это вопрос баланса. И сейчас все так, как говорится, excited, да, насчет зума и спектакли. Все это хорошо, это уже пробовалось раньше и так далее технически. Ничто, театр тем и прекрасен. Это как, знаете, вот человек напротив другого человека живой, это тысячелетиями, это какая-то сакральная форма взаимообщения, да, фундаментальная. Это как колесо изобретено. Вы понимаете, театр, разные ведь формы пробуются, и надо это делать, да, то есть обогащаться. Но все равно человек напротив человека, когда в этом есть потребность, ничто это не заменит. Просто это сейчас становится в условиях эпидемии более эксклюзивным продуктом. И я, кстати, тоже, если мы говорим про активность филиала в Беларуси, я должен сказать, что первая ласточка, значит, вот этого всего карантина, ведь была отмена. Мы должны были участвовать, я имею в виду Ханч-театр лондонский, мы должны были привести нашего героя нашего времени с британскими актерами в Могилеве мы должны были играть в рамках форума, международного театрального форума. И для меня это было особенно важно, потому что я ведь вообще начинал свою карьеру в Могилевском театре. Да? Понимаете, у меня там много друзей, к сожалению, очень многие актеры, взрослые, серьезные, которые, значит, помогли мне почувствовать себя режиссером, они уже ушли в мир иной и так далее. То есть я очень хотел это сделать, несмотря на то, что это серьезная программа театральная, международная. Да? И, к сожалению, вот буквально за неделю пришло уведомление о том, что, значит, отменяется форум. Да. А у нас еще была запланирована презентация пьесы Оливера, которую перевела Оля Прусак, «Европа после дождя». Значит, мы должны были делать Минский. И мы тогда переформатировали и сделали это уникально. Это было 1,5 месяца назад, Андрей, да? Значит, и мы сделали онлайн-презентацию. Это не то, что сейчас делают, когда сидят и, значит, читают текст напротив экрана, там более-менее с выражением. Это, по сути, была постановка. И это технически, я просто признателен, потому что и Андрей занимался организационными вопросами. И это был уникальный опыт. Так что вот сейчас все театры только к этому подходят, а мы уже это прошли. І я яшчэ, можа, хацеў бы дадаць пра тое, што ў тым сэнсе, як трансфармуецца тэатр, для мяне гэта важнае пытанне з пункту гледжання ў тым ліку актораў. То бок, калі вось, Марыя, вы кажаце, што я актор, я просто, это немагчыма такое. Я ніколі не вучыўся гэтаму. Я вучыўся як піяніст. Так? У мяне ёсць такая прафесія. Я займаўся ў нейкім гуртку, так, дзіцячым. Потым я хадзіў ў дзіцячы музычны тэатр, рэвю ёсць такі. Я думаю, што яшчэ ёсць вельмі класны. Але такога, што я калісьці буду на сцэне Так у нас, Андрей, нешта з сувяззю. Рэчы, напрыклад. А зараз? Зараз все нормально, працягвай, калі ласка. І я просто хацеў дадаць, што у тым ліку Ханч-тэатр у Беларусі працуе з непрафесійнымі акторамі. І вось у нас у левых дысідэнтаў палова актораў непрафесійныя. Гэта такое неверагоднае ўражанне, калі вось гэты мікс, вось гэты салат, я не ведаю, вінегрет, з іншых, з людзей, у якіх супер іншы досвед, і яны збіраюцца разам, і мне вельмі спадабаецца гэтая цытата, не ведаю каго, мабыць, это Владимир Щербин, што вось давай мы возьмем гэты кацёл, накідаем туды інгрэдыентаў, ці гэта мы суп варим, ці гэта нейкае пойло, там зелье, все такое. І вось паглядзім, як яно варіцца. І вось гэтае варыва, гэта самае, на мой погляд, важнае ў мастацтве ўзаемадзеяння паміж людзьмі. Вось, і так. Ага. Слушайте, Владимир, вы кажете, что Ханч-тэатр — это театр, где стираются барьеры паміж гледачом и паміж актерами. Чаму гэта важно увогуле цяпер?
Но понимаете, опять же, это возникало, как компания наша возникла здесь, и весь наш как бы месседж, он был адресован вот британской ситуации, британскому театру и так далее. И это свои нюансы, да, которые в какой-то степени можно проецировать и на Беларусь, но уже немножко под другим как бы углом, потому что в Беларуси все равно есть разделение до сих пор на официальном, это не как 15 лет назад, конечно, к счастью, да, потому что когда я начинал, ну, слушайте, вообще не было возможно, негде было играть тот же «Психот», просто негде, понимаете, ничего кроме страха, ничего не было. Да? Сейчас столько компаний в Беларуси, да, независимых, ну, которые позиционируются как всяко независимые, это очень-очень радует. Да? Здесь же очень много, театр пропитан, ну вообще Британия — это бюрократия, жутчайшая бюрократия просто. Да? И очень много такая ситуация, получается ловушка между творческим человеком, вот порывом, о, я хочу сыграть спектакль, да? А не так-то все просто. А ты должен найти площадку, а ты должен найти финансирование, потому что, особенно если мы про Лондон говорим, это очень дорогие, значит, площадки, репетиционные помещения и так далее. А тебе нужны менеджеры. И вот получается, что между творческим человеком и зрителем невероятное количество людей, которых ты не знаешь, они тебе не интересны, а ты им не интересен. Ну, как бы так принято. Да? Вот. Поэтому мы с Оливером сделали первый спектакль. В общем, мы сказали «fuck off», да, и мы сделали первый спектакль вот здесь, вот через это окно прыгал у меня Грушницкий, Печорин и княжна Мэри, понимаете? Помимо того, что наша цель еще и знакомить. Британская культура прекрасная, я имею в виду там литература и все, традиции. Но есть авторы, которых они вообще не знают. Допустим, если Пушкин знаком, Лермонтов вообще неизвестно. Да? Вот. И поэтому мы решили делать здесь. То есть ничто нас не остановит. Да? Вот мы хотим, и мы сделаем. Допустим, я вам приведу другой пример про Мерхольда, над которым мы здесь работали. То есть идея возникла в замечательном разговоре под бокал вина с художественным руководителем театра. И так всем хотелось. В результате мы уже 4-й год над ним работаем, и я уже подостыл, мне уже неинтересно. Уже даже Питер Брук поставил спектакль про Мерхольда в Париже, понимаете? Вот такая система. И поэтому мы просто как бы послали подальше эту систему с Оливером и стали делать. И на сегодняшний день мы достаточно продуктивная компания, потому что мы независимы, мы не получаем финансирование, да, но это плата. Зато у нас есть зрители, у нас есть те люди, которые дают нам, ну как бы помогают нам финансово выжить, и это здорово, да, и это прямая связь. Мы делаем продукт, а они нам помогают. Мы говорим, хотите увидеть, что мы делаем? Они говорят, да, хотим. Помогите нам, помогать. И вот это вот, мне кажется, вот как-то мы вернулись к какому-то базису театра, да, когда вот есть артист, условно говоря, да, который абсорбирует вызовы и так далее общества. И есть, так сказать, наблюдающий, да, вот, значит, и есть зритель. И вот как понятно, что я не могу вычеркнуть, да, то есть все равно это система, и надо с ней считаться. Да, то есть там мы нуждаемся в помощи специалистов и так далее. Но мы хотим оставаться собой и следовать вот этому ханч, да, своему ханчу, это слово, которое вот сложно найти аналог и в русском, и в белорусском. Да? То есть вот мы хотим делать... То есть вот сейчас я абсолютно свободен. Вот понимаете, я делаю то, и мы с Оливером делаем то, и так, как мы хотим. И это так непросто в современном мире. Вот поверьте мне. Потому что ты все время должен обслуживать какой-то концепт, какой-то маркетинг, да, который, ну, вообще противоестественно для, в общем, творчества. Потому что творчество — это всегда противоречие, это всегда провокация, это всегда знак вопроса. Да, понимаете? Вот в этом плане, да. Вот эти барьеры, как бы они разумно и красиво не звучали, но они барьеры. Когда ты загоняешь себя в какую-то нацеленность, в какую-то идею, художественно ты гибнешь. Это так. Как бы ни красиво, понимаете, можно же красиво говорить, что, да? Но все это сводится к такому. Днем светло, ночью темно. Да, молодцы, браво, да? Вот и все. Так что вот в этом плане, да, в Беларуси немножко другое. В Беларуси, да, вот нужен этот непосредственный контакт. Нужно, чтобы зритель почувствовал, что он может быть не только как бы объектом
театрального разговора, да, зритель, я имею в виду, человек, который вот живет в реальной жизни, да, поэтому вот надо убирать вот эту дистанцию, эту пропасть, оркестровую яму. Но Андрей больше скажет про белорусскую ситуацию. Ну, я бы хотел просто крыху поговорить менавіта про левые диссиденты, потому что мы у неделю, спадзяемся, будем разом глядеть трансляцию. И я хотел бы звярнуцца да пытання класічных твораў беларускіх і літаратуры. Я просто калі вось гэтае пытанне ставіцца, як размаўляць пра мінулае, я думаю, што ў Беларусі просто наступае нейкі такі момант, калі пра мінулае просто няма ніякіх сродкаў, як размаўляць, каб дакрануцца да людзей, да разума, да душы. І левыя дысідэнты гэта, я думаю, што гэта нейкая рэінкарнацыя, я не ведаю каго менавіта. Можа, гэта Васіль Быкаў нам заскачыў да Дзічэнкі і да Алены Шпак. Таму што тое, што ты адчуваеш, калі гучыць гэты тэкст, гэта проста... так ніхто яшчэ не размаўляў пра наша мінулае, пра лагерную культуру, пра нашу гэтую вось сістэму вертыкалі, калі па Ўкраіны сидзела просто ў калоніях, калі гэтыя трудовыя лагеры, гэта ж наше жыццё, гэта наш досвед, наша гісторыя. А дзе ты пра гэта пачуеш? І справа ў тым, што пра гэта размаўляць вельмі балюча. І у чым велізарны талент у дадзеным выпадку аўтараў і рэжысера, гэта распавесці гэтую гісторыю так, каб просто перабівала дыханне, але праз усмешку і праз шок, і ты просто праз гэты спектакль ты праходзіш усе ступені эмацыйных рэакцый. Гэта і жарт, гэта і нейкая эстэтыка, гэта і нейкая просто гісторыя кахання там ёсць. Праз гэтую чэрнь, праз гэтую супер драматычную, трагічную гісторыю нашай краіны, в прынцыпе, гэтая гісторыя апісвае, в прынцыпе, сімптаматычна нашу рэчаіснасць. І гэта для мяне, як для чалавека, які спрабуе ўсё ж такі са стэрэатыпамі, з табу, з гэтай стыгмай супраць ЛГБТК людзей неяк змагацца. Я думаю, што гэта вось праз гэты спектакль вельмі важна можна зрабіць крок па пераасэнсаванню гэтага досведу, у першую чаргу для нас саміх. Я, як гомасексуальны чалавек, калі я гляджу гэты спектакль, калі я ўдзельнічаю ў гэтым спектаклі, у мяне пераварочваецца ўсё, таму што я бачу, гэта я. Я ў гэтым моменце тут знаходжуся, і гэта магло быць са мной 50 год таму, і гэта можа быць са мной, у прынцыпе, заўтра. І ніколі не ведаеш, як гэта... І вось гэты абсурд такі, што ёсць у гэтым спектаклі, ён настолькі заваражвае, настолькі шакуе, што ты выходзіш, я вельмі багата водгукаў чуў пра гэты спектакль, і вось самае галоўнае, што ты выходзіш пасля з нейкім, просто быццам бы цябе перавернулі 3 разы галавой уніз, потым паставілі зноў на падлогу і сказалі, ідзі, і рабі з гэтым, што хочаш. Вось мы не ведаем, што гэта было, але просто ты ўжо інакш, ты ўжо будзеш жыць інакш пасля гэтага. Гэта змяняе жыццё радыкальна для чалавека, які можа паглыбіцца і ўбачыць гэтую прыгажосць, гэтую рамантыку і гэтую просто трагедыю, якая там разгортваецца. Мария, не чуваць вас? Да, не слышно. Микрофон. Дакладна. Я про то, што у нас зусім ужо не шмат часу застаецца. Вось наконт таго, што мне падаецца, што чым больш, чым часцей мы зараз гаворым пра тое, што гомафобія гэта зло, так, часам такое ўражанне, што іх яшчэ больш з'яўляецца, тых гомафобаў. І мне цікава, ці калі-небудзь мы здолеем пераадолець вось гэтую нейкую, наше грамадства, я маю на ўвазе, нянавісць, так, ці стане наше грамадства калі-небудзь нармальным, вось, і не гомафобным. Ці ёсць такая надзея? Я, можа, ідэалістка. Не, паслухайце, тут заўсёды ёсць кансерватары і заўсёды ёсць людзі, якія робяць прагрэс. Так было заўсёды. 100 гадоў таму гэта было пытанне рабаўладальніцтва, так, потым гэта былі правы жанчынаў, зараз гэта для нас яшчэ і смяротнае пакаранне. Гэта працэс. І я думаю, што праз гэты працэс самае важна задаваць сабе пытанне, як мы змяняемся, якія каштоўнасці у нас ёсць. І мы у
у гэтым супрацьстаянні мы паглыбляем свае веды пра сябе і пра свет вакол нас, і нашы каштоўнасці робяцца мацней, знаходзіцца больш людзей, якія нас разумеюць. І сэнс не ў тым, каб пераадолець гамафобію і каб не было людзей, якія гамафобных поглядаў прытрымліваюцца, а каб гэта быў баланс. То бок ёсць меркаванне такога чалавека і такога, але мы не пераўтвараем гэта ў нейкі гвалт, мы не пераўтвараем гэта ў дыскрымінацыю. Вось гэта абсалютна рэальна, гэта тое, што робіцца і праз заканадаўства, і праз культуру, і праз грамадскія працэсы. Я думаю, што все будзе паступова да лепшага ісці. Если еще есть минутка, я бы хотел просто, я не знаю, сколько у нас осталось времени, секунд. Я бы просто хотел еще раз напомнить, что 17 числа исполняется 2 года Ханч-театра, и просто очень важно понять, что да, Андрей совершенно красиво и точно, так сказать, подвел к тому, что левые диссиденты, по сути, это и есть новая классика, вопрос, с которого мы начали, да, то есть сейчас наступило время новой классики, то есть мы берем классические темы и смотрим на них с позиции уже сегодняшнего дня, сегодняшних знаний, да, либо догадок об истории, о нашем недавнем прошлом. И поэтому, несмотря на то, что в пьесе как бы речь идет о Советском Союзе, о деревушке в Советском Союзе и учительнице, которая приехала обучать детей, да, понятно, что мы говорим про сегодняшний день, да, таким языком. И онлайн можно будет посмотреть этот спектакль 17 числа, а 18 числа в понедельник мы покажем как бы крайний спектакль лондонского филиала, скажем так, да, офиса, точнее, значит, «Легенда о святом пропойце». В главной роли блестящий белорусский актер Олег Сидорчик, звезда Тюза когда-то он был, потом я его позвал в Свободный театр, сейчас он проживает в Лондоне уже 10 лет, где он, по сути, играет себя. И это уже наш ответ на тот вызов, перед которым стоит Британия, так сказать, пост-Брексит, да, то, что вот Олег, по сути, играет самого себя, беженца, эмигранта, который находится в большом городе. Эта новелла написана была в 1938 году Джозефом Ротом, который тоже был беженец. Он бежал из нацистской Германии, значит, во Франции, и пьяница был жуткий. А что еще оставалось делать, когда у тебя друзья Стефан Цвейг и так далее, которые просто один за одним кончают с собой? Да? Представляете, какое время было? Но в его новелле нет ни слова, ни про нацизм, ни про что. Но есть вот это ощущение. Да? И мы адаптировали, это современная версия, значит, про Олега Сидорчика в современном Лондоне. Да, то есть это тоже как бы недалекие Беларуси темы. Да? Што ж, дзякую вам вялікі. Я хочу нагадаць, што мы сёння размаўлялі з Уладзімірам Шчэрбанем і з Андрэем Завалеем з нагоды 2-годдзя Ханч-театра, брытанскага тэатра, які мае філіял і ў Беларусі. Ну, а таксама я нагадаю, што 17 траўня ў свеце азначаецца Міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй, трансфобіяй і біфобіяй. Ну і ў гэты дзень мы зможам паглядзець спектакль у 19:00 «Левые диссиденты», а на наступны дзень 18 числа «Легенду про святого пропойца», Ханч-театр. Я дзякую вам, что вы сегодня так рано вышли на сувязь. Дякую вам. И это мой первый зум, так что я зроблю селфи нават. Да, давайте. Конечно. Классно. Да. Добро. Да. Слухайте, доброго вам дня, ну и еще раз. Дякую, велизне. Да, доброго. До До зустрічі. До побачення.